Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, уважаемые челнинцы. Очень рада сегодня встрече с вами в этот замечательный весенний
мартовский вечер. И сегодня с огромным удовольствием мы говорим вам добро пожаловать в мир любимых романсов, русских романсов. Это особый музыкальный мир, над которым время не властно. Ведь насчитывает история этого музыкального жанра вот уже 3 века, 3 столетия, а по-прежнему русский романс столь же любим, столь же популярен. Романсы Булахова, Алябьева, Гурилева и Варламова, классические шедевры Глинки, Чайковского, Рахманинова и Свиридова по-прежнему восхищают и волнуют сердца миллионов людей. А для солиста филармонии Владимира Васильева русский романс — это особый мир красок, образов, настроений, это особое состояние души. Это еще и судьбоносный музыкальный жанр, ведь когда-то впервые на профессиональную сцену молодой артист Владимир Васильев выходит, исполняя именно русский романс. И во многом этот жанр и определил всю его дальнейшую творческую стезю, его будущую дорогу в большое музыкальное академическое искусство. Итак, нашу концертную программу открывает старинный романс, музыка Малашкина, стихи Лишина «О, если б мог выразить в звуке». Для вас поет солист Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая, лауреат всероссийского и международных конкурсов, солист Татарского государственного академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, заслуженный артист Республики Татарстан Владимир Васильев. XIX век – золотой век в русской культуре, и именно тогда появляются первые образцы классического русского романса. Их создателем был Михаил Иванович Глинка. Для самого композитора романсы и вокальная музыка была неизменным спутником всей жизни, начиная от юношеских опытов и
и завершая романсами зрелого периода. Примечательно то, что сам Глинка был не только композитором, но и замечательным певцом, вокалистом и педагогом. Он владел, великолепно владел техникой вокального искусства. В основном романсы композитора написаны на стихи современников, на стихи Пушкина, Жуковского, Николая Кукольника и Евгения Боротынского. Сейчас вы услышите романс Глинки на стихи Кукольника «Станцы». Исполняет победитель 21-го международного конкурса вокалистов имени Глинки и обладатель специального приза конкурса, приз лучшему басу, Владимир Васильев. Замечательно исполнили этот роман, но в то время поезда так быстро не ездили.
Любовь, любовь, загадочное слово. Кто мог бы до конца тебя понять? Всегда во всем, старо ты или ново, томлению духа ты или благодать. Сколько прекрасных поэтических и музыкальных строк посвящено любви, а какое множество серенад, песен, романсов рождено этим великим чувством. Вот один из них — романс инструментальный. Впервые эта известная мелодия прозвучала в кинофильме «Овод», а музыку к кинофильму написал композитор Дмитрий Шостакович. Романс из музыки кинофильма «Овод» исполняет солистка камерного оркестра «Провинция» Лилия Гелязетдинова. Владимир Васильев всегда с удовольствием в своих филармонических концертных программах представляет своих давних друзей. Это коллеги по творчеству. И среди них замечательная, прекрасная певица, которую вы, конечно же, все знаете и, надеюсь, любите.
Полюбили ее искренне и казанские слушатели, и я тому свидетель. Сегодня она поет на родной сцене, поскольку она участница вечеров органной музыки, концертных программ камерного оркестра провинции. И открывает певица свое выступление романсами Михаила Глинки. Романс, написанный в жанре баркароллы «Венецианская ночь». Поет Людмила Филиппова. Русская музыка и поэзия всегда шла под знаком любви. Ну, например, любвеобильный Пушкин посвятил блистательной красавице Анне Петровне Керн, ставшей знаменитым стихотворение «Я помню чудные мгновения». И благодаря музыкальному гению Глинки пушкинские строки стали достоянием русской вокальной музыки. Романс был написан в 1840 году. Это особый период в жизни композитора, когда было написано большинство пушкинских романсов. «Я помню чудное мгновение». Oh
признание в любви. Михаил Глинка, обратившись к поэзии Александра Пушкина, написал романс в жанре страстного, темпераментного испанского болеро «Я здесь, Инезилья». Из плеяды замечательных русских композиторов начала XIX века, стоявших у истоков русского городского романса, мы сегодня вспомним и композитора Александра Гурилева. Его обаятельные, слегка сентиментальные романсы отличаются от романсов современников тем, что они близки к народным истокам и отличаются именно народным музыкальным колоритом. И яркий тому образец романс «Право маменьки скажу». Поет Людмила Филиппова.
Мы не прощаемся с певицей, она представит русские романсы и во втором отделении концертной программы. Ну а сейчас вновь звучит музыка Михаила Глинки. В 1840 году появился вокальный цикл «Прощание с Петербургом». И создание этого цикла было связано с желанием композитора покинуть Петербург, вырваться из тяжелой обстановки, которая окружала его в те годы. И вот из 12 романсов этого цикла наиболее популярными стали попутные песни, которые вы сегодня уже услышали, и совершенно прелестный весенний романс «Жаворонок». Мы привыкли его слушать в вокальном исполнении. Сегодня вы услышите и инструментальное переложение романса «Жаворонок». На сцену приглашается наш талантливый виолончелист. Он лауреат международных конкурсов и солист Государственного камерного оркестра Казанского камерного оркестра «Ля Примавера» Адель Закиров. Концертмейстер Максим Муллин.
продолжаем перелистывать страницы романсового творчества Александра Гурилева. И интересно то, что с юношеских лет будущий композитор играл на скрипке в крепостном оркестре под руководством своего отца. Тоже крепостного музыканта и дирижера. Он работал и служил у известного любителя музыки, мецената графа Орлова. А после смерти графа музыканты получили вольную, стали свободными музыкантами. И Александр Гурилев, молодой музыкант, направляется в Москву, посвящает себя музыкальному, композиторскому творчеству. Сейчас мы услышим два замечательных романса этого композитора «Улетела пташечка» и «Песнь ямщика». И вновь на сцене солист Татарской государственной филармонии Владимир Васильев.
Елену Филипповну. Многие из вас знают, что это педагог, которая дала мне путевку в жизнь. Именно у нее я получал свои первые уроки. И сегодня в зале в очередной раз я могу с ней вместе спеть, но сегодня я хотел бы, может быть, не столько вам, сколько себе сделать подарок. Я хочу вместе с ней спеть свою дуэт. Я думаю, все со мной согласятся. Мало того, что это прекрасная и очаровательная женщина, она замечательный педагог. И вот сегодня она улыбается, учится.
Уважаемые слушатели, завершилось первое отделение нашей концертной программы. Мы с вами расстаемся совсем ненадолго, чтобы встретиться вновь в этом зале. Аттракт. Мелодия Чайковского прозвучала в исполнении Лилии Гелезетдиновой и Максима Мрина. Коль спросят вас, что выше неба, острее скал, сытнее хлеба, нежнее роз, белее снегов, прозрачнее чистых родников, что в самой страшной круговерти сильнее даже страха смерти и в пламя превращает кровь. Что вы ответите? Любовь, конечно. Наш следующий романс о любви композитор Александр Бородин «Разлюбила краснодевица». И вновь для вас поет заслуженный артист Республики Татарстан Владимир Васильев.
Гений русской музыки Петр Ильич Чайковский создает шедевры во всех жанрах музыки, будь то опера или балет, симфонии или концерты, конечно же, русский романс. Трогательные, проникновенные, роскошные романсы Петра Ильича Чайковского идут от сердца к сердцу. И сам композитор признается в одном из своих писем: «Не мне, конечно же, определять достоинство моих романсов, но могу, положа руку на сердце, сказать: все они прочувствованы и пережиты мною, все они исходят из души моей». Стихи разных поэтов вдохновляли композитора. Пушкин, Апухтин, Фет, Плещеев, Радгаус, Сологуб обретают музыкальную жизнь в творчестве Чайковского. Значительная часть романсов написана на стихи Алексея Толстого. И среди них восторженный романтический романс, который звучит словно гимн красоте природы. Это романс «Благословляю вас, леса».
хочу вам сказать о том, что концертмейстер для солиста играет очень важную, значимую роль. И история музыкального искусства знает немало примеров долгого, успешного сотрудничества выдающихся артистов, певцов и концертмейстеров. Концертмейстерское искусство, оно требует от музыканта особой тонкости, чуткости, хорошего музыкального и художественного вкуса и мастерства. И поэтому все свои комплименты мы сегодня адресуем нашему замечательному пианисту, который весь вечер за роялем. Это дипломант международных конкурсов Максим Муллин. А сейчас в исполнении Владимира Васильева прозвучит романс Чайковского на стихи Пушкина «Соловей». Птица молодая,
друзья, в этом году исполнилось 140 лет со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова, величайшего композитора, пианиста 20-го столетия. Его знаменитый вокалист из цикла «14 песен для голоса и фортепиано» посвящен прекрасной певице того времени Антонине Неждановой, которой, кстати, тоже исполняется 140 лет со дня ее рождения. Необыкновенная красота вокалиса Рахманинова, она стала поводом для того, чтобы музыканты сделали многочисленные переложения этой вокальной мелодии для различных солирующих инструментов, духовых, струнных, симфонического оркестра. И сегодня мы услышим переложение, эту музыку в переложении для скрипки и фортепиано. Итак, знаменитый вокалист Рахманинова, конечно, для многих из нас он звучит словно музыкальная молитва. Играет солистка камерного оркестра провинции Лилия Гелезетдинова.
создания следующего романса будет вам интересно. Однажды на одном из светских балов Алексей Толстой встретил удивительно красивую женщину, и красота ее очаровала, поразила воображение поэта. Эта случайная встреча и стала импульсом к созданию стихотворения «Средь шумного бала». Медленное кружение вальса, легкая грусть музыки Чайковского поражает, очаровывает нас с первых же минут звучания романса «Средь шумного бала». Продолжает свое выступление Людмила Филиппова. Как приятно видеть столько цветов на сцене. Все романсы Сергея Рахманинова, а их около 80, отражают щедрое мелодическое его дарование. И именно мелодию Рахманинов провозгласил знаменем своего творчества. Вошедший в золотой фонд русской вокальной музыки «Восточный романс «Не пой, красавица, при мне» является одним из ранних сочинений Рахманинова. Но, несмотря на это, он требует от исполнителя, от певицы высокого исполнительского мастерства. Слова Александра Пушкина «Не пой, красавица, при мне».
два романса, которых разделяет целое столетие. Первое принадлежит композитору Георгию Свиридову, это романс «Березка», а затем вы услышите знаменитый романс Петра Булахова «И нет в мире очей». Thank you.
Продолжатель славных традиций великих русских классиков, композитор Георгий Свиридов и сам является классиком, но 20-го столетия. Очень часто в творчестве композитора вдохновляла пушкинская поэзия. Так, в середине прошлого века появилась музыка к кинофильму, поставленному по сюжету повести Пушкина «Метель». И сейчас в исполнении Лилии Гельзендиновой вы услышите знаменитый романс из музыки к кинофильму «Метель».
стихи Александра Блока «Петербургская песенка». Завершает концертную программу выступление Владимира Васильева. Владимир Васильев, Максим Мулин. Меланхолическим, академическим настроением. Мы сейчас объявляем страничку юмористическую, шуточную страницу в нашей программе. И мне вспоминается очень старая, но расхожая шутка. У нас среди ведущих ее часто друг другу рассказывают. Итак, выходит конферансье на сцену и объявляет: композитор Дюбюк «Птючка». Но, конечно, этот романс «Птичка» давно уже не звучит на сцене, но зато очень известный романс, шуточный романс мы представим сейчас вашему вниманию. Так, композитор Дюбюк «Улица, улица». Поет Максим Мулин, аккомпанирует Владимир Васильев.
Ты, брат, и она, ты, брат, и она. Дорогие друзья, только что был замечательный праздник. Я, конечно, не могу не поздравить наших дорогих женщин с этим замечательным международным женским днем. Я вас люблю, я вас обожаю, поздравляю. Конечно, это штука была очень важна. Я надеюсь, у вас мужья приходили на своих. Мне кажется, сегодняшний вечер, и я, конечно, не думал, что вот он получится вот таким серьезным, таким трогательным, таким меланхоличным, но это может быть особенный какой-то вечер и в моей жизни, и в вашей жизни. Мы давно привыкли к другим совершенно ритмам, суете, бегаем, торопимся, а вот так остановиться, послушать о вечном, наверное, не у каждого из нас есть время. Я надеюсь, что этот концерт вам подарил прекрасные мгновения жизни, и я вам хочу пожелать: берегите и радуйтесь. Участники сегодняшнего концерта программы: солист Казанского камерного оркестра «Ля Примавера» Адель Закиров, лауреат международных конкурсов; солистка камерного оркестра «Провинция» Лилия Елизетинова;